Добрый день, приветствую всех. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня хотели бы обсудить проблему с ситуацией с санкциями против внесения в санкционный список чеченцев в Украине, в санкционный список наравне с криминальными авторитетами, ворами в законе и еще с какими-то нехорошими людьми. Ситуация разворачивается очень непонятная, для Украины вообще как бы нежелательная, но вот что случилось, то случилось, и мы будем сегодня это обсуждать. У меня в гостях Иван Ангелин, адвокат Здравствуйте. Асламбека Амагова, и второй гость Ваха тоже попал в список санкционный. Хотел бы вот начать разговор с Ивана. Иван, вы как адвокат, представляющий интересы Асламбека, могли бы рассказать, с чем это все связано, и вообще какие перспективы этого дела? 14 мая этого года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение об утверждении санкционных списков. В эти списки попали 637 физических лиц и 138 юридических лиц. Мгм. О чем идет речь? То есть речь идет о том, что те лица, которые попали в списки, к ним Мгм. применяются определенные ограничительные меры. Это меры начинаются с ограничения использования личных средств, блокирования карточек, блокирования личного имущества и касается также того, что лица, которые попадают в эти списки, которые не являются гражданами Украины, должны быть выдворены за пределы Украины. То есть любой правоохранительный орган, любой э, полицейский из патрульной службы, если задерживает такого человека, он его доставляет в миграционную службу, и этот человек должен быть выдворен за пределы Украины. Мгм. Ну вот для меня, как бывшего адвоката российского, очень такая знакомая ситуация, когда чеченцев обвиняют по какому-то серьезному, обвиняют в серьезных преступлениях, и потом на суде появляется какой-то голос из какого-то динамика где-то в потолке на суде, и какой-то оперативник ФСБ представляется каким-то ценным свидетелем и нам рассказывает, какие они нехорошие люди. И на этом все. Ни лица, и то голос бывает чаще всего изменен. И вот сейчас эта ситуация, мне, человеку, который боролся за права своего народа и других людей, которому это очень знакома эта ситуация, когда я знаю, абсолютно знаю, что человек невиновен, никакой не террорист, и даже никогда не стрелял в сторону русских и России, его обвиняют в терроризме, и анонимный голос нам сообщает, что это очень опасный террорист-рецидивист, и человек закрывает на большие сроки. Вот сейчас, мне кажется, Украина идет вот именно по такому же сценарию. Иван, что вы по Да, этому поводу думаете? да, вы абсолютно правы, и я с сожалением вынужден отметить, что в этом вопросе Украина пошла даже дальше. То есть тот пример, о котором вы говорите, да, вы говорите о суде. В нашем же случае появился такой орган, вернее, этот орган и существовал. Но он занимался вопросами национальной безопасности, и простых людей он практически никогда не касался. Сейчас же этот орган, Совет национальной безопасности и обороны Украины, подменил собой суд. То есть, Мгм. если вы в суде, да, являясь адвокатом или являясь стороной по делу, имеете возможность задавать вопросы, имеете возможность хотя бы понимать, что инкриминирует вашему клиенту, то в данном случае мы имеем место ситуации, когда нам даже ничего не предъявили. Мы сейчас пытаемся выяснить, какие же претензии предъявляются к Асланбеку, что конкретно, почему он попал в эти списки. Нам приходят ответы о том, что данная информация является секретной, и нам ее предоставить не могут. Выходит такая ситуация, что с одной стороны есть какие-то претензии, Мгм. согла- по которым, из-за которых человек должен немедленно покинуть территорию Украины, бросить Мгм. семью.
работу, жить на территории Украины и уехать. С другой стороны, мы даже не знаем сути претензий, которые предъявляются к Асланбеку. И это, к сожалению, очень тревожный звоночек, когда возникает какой-то орган, который подменяет собой судебную ветвь власти, это уже говорит о начале диктатуры. Да, это очень плохой сигнал. И вот я так понимаю, вот Ваха Исаев и Асланбек Камагов и еще несколько человек отдельно защищаются как от диаспоры. 6 человек у вас, да? Ваха, вот тебе вопрос. Ты тоже занесен в список, и ты, и Асланбек, вы являетесь бизнесменами, криминальным кругам не принадлежите, как мне известно, по моим справкам, которые я наводил. Расскажи, пожалуйста, как ты оказался? Вроде бы ты не похож на вора в законе. Можешь показать плечи, может, у тебя наколки есть воровские. Нет, ничего. Расскажи, пожалуйста, свою ситуацию. У меня ситуация такая, что в отличие от того примера, который ты, Аслан, приводил, что где-то в камере никого не видно, не слышно. В Украине сейчас все по-другому. С приходом к власти господина Зеленского он развязал руки своим ментам и отдал им полный приказ: делайте, ребята, что вы хотите, я вас прикрою. Потому что иначе, по-другому, другие структуры, там, ДСР, там, нацполиция и так далее, они настолько это открыто, нагло, беззаконно, они не начали бы ничего делать. У них есть крыша Зеленский. И будем говорить уже вещи своими именами. Мы их знаем поименно. В основном это люди с ДСР, которые сфабриковывают досье на человека. И знаете, у них нету даже информации конкретной, в чем этот человек вообще там обвиняется, подозревается. Нету. И при личной встрече с ними, когда уже меня где-то месяц назад там поймали, отвезли в миграционную службу и со мной беседовали. И ДСРовцы, и миграционные. И во время только беседы они поменяли свое мнение где-то на 50%. Понимаете, они уже это понимали. И они это объясняют тем, что у них нет времени, чтобы расследовать. И их сверху долбят: давайте, быстро выдворяйте этих людей. У них нет даже времени. Мне кажется, у них есть полный приказ выдворять именно в первую очередь чеченцев. Потому что в этих списках есть еще азербайджанцы, есть армяне, есть грузины. Но почему-то они максимум акцент делают только на чеченцев. Вах, скажи тогда, пожалуйста, а почему другие национальности вот так публично не выходят и не защищаются? Почему вот только я слышу вот про чеченцев только? Хотя там очень много грузин, а есть азербайджанцы и так далее. Это на самом деле это преступные элементы? Или же... Я думаю, 40% в этом списке, там где 700-800 человек все вместе, там нету никаких преступников, бандитов. Это люди, которые по досье ДСРовцы, которые сфабриковывают дело, им может кто-то не понравился. Допустим, может там где-то с ними как-то сталкивался раньше, который на них написал заявление. Элементарно, в моем случае, когда мне еще в ноябре аннулировали видное жительство с 2020 года, я с ними не пошел никакие контакты. Я подал в суд, я выиграл административный суд. Потом миграционка написала апелляцию. Я выиграл апелляцию. Я не пошел с ними ни о чем договариваться. И не пойду. Кто они такие, чтобы я с ними пошел договариваться. Да? Что я сделал? Я живу в Украине больше 20 лет. Занимаюсь бизнесом официально. Плачу налоги. Никому не мешаю. Никого не трогаю. Не обижаю никого. Мирно себе живу. И вот сейчас появились эти бандиты в погонах,
который занимается репрессиями чеченцев. Ну и не только чеченцев, ну в основном это чеченцы. Ну, а с чем это может быть связано, Вах? Твое мнение? У вас хотят отнять бизнес, выдворив, да? Ну, можно же на кого-то другого оформить, допустим. А вы представляете какую-то реальную угрозу для власти или для Украины, национальной безопасности. С чем это может быть связано? Про криминальные элементы, ну, я знаю по своей информации, что вы никто не принадлежите какой-то криминальной среде. Ну, может, еще какие-то есть? Они ошиблись. Вот во время составления этих списков, у них, видимо, времени не было, они быстро подавали списки всех подряд, они ошиблись. И когда со мной разговаривали, они мне говорят, мы понимаем, говорит, что ты невиновен. И среди в этом списке там несколько человек точно, они уже знают. Но они уже не могут написать РНБО, чтобы отозвали эти досье на нас, потому что уже подписал президент. И мы подставляем президента. Вот так они мне ответили. Вах, я слышал, что все-таки еще даже в самом начале людей убирали из списка, которых внесли туда. Что-то слабо верится, что такая ошибка может быть. А меня, наоборот, первых списков не было, там были такие, вообще самые первые списки. А потом уже, когда появился первый список, то там даже не по алфавиту идут. Там у меня фамилия на И идут, и у меня в конце 647, по-моему, номер, вообще меня вписали туда. Видимо, они вот так сидели, что-то клацали, и давайте его тоже в конце. Там буквально, если еще человек 10 там проскочило бы, то меня уже в этом списке не было бы. То они меня просто так туда и включили, мне кажется. Ясно. Гарри, мой соведущий, Гарри, всем известный Гарри Юрий Табах. Приветствую тебя, Гарри, еще раз. Привет, салам алейкум всем. Привет, привет. Да, слушай, я тоже, мне не верится, что это они ошибку сделали с одним, с двумя, с 10, со 100 человеками. Так не работает. И, конечно же, вот как юрист Иван говорил, это очень странно, вот так со стороны смотреть, это даже в банановой республике такого нет, чтобы какой-то ЧК, чрезвычайный комитет, брал и контрреволюционеров вводил в какие-то списки без суда и следствия, а если спросишь, что это засекречено. В Америке у нас ловили много шпионов, в ЦРУ, в ФБР, это все было засекречено. Но суды все равно происходили. Конечно. Все равно надо было показывать какие-то доказательства, не обязательно открывать какие-то документы или еще. Или, проводить суд закрытым, да? Нет, ты не можешь не открывать разную информацию, ты должен предъявить обвинение человеку в шпионаже, в воровстве, в изнасиловании. Я имею в виду суд не публичный, а закрытый суд, когда проводится какое-то секретное дело. В разных странах по-разному. У нас, например, все равно открытые суды, просто там не разглашается секретная информация. Какая-то, например, способы, как они достали эту информацию. По-разному это будет. Но все равно, даже вот в России они говорят, ты говоришь, что были суды, пусть суды кенгуру, там телефонные суды, но все равно были, это можно было обсуждать. А здесь как-то мне даже не верится это. Знаешь, это при отце народов, лучшему учителю нашему и лучшему другу всех физкультурников, тогда человек мог схлопотать 5 лет. Это было просто, 5 лет тогда это было абсолютно, знаешь, даже не наказанием не считалось. Но обвиняли его в чем? Его обвиняли ПШ. ПШ такое было, обвинение ПШ. Подозрение в шпионаже. Подозрение. Вот если человека подозревали в шпионаже, ему могли дать 5 лет. Это был закон такой при Сталине. Многие люди попадали под это. Подозрение в шпионаже. Я не знаю, шпиона нет, но подозревают его. Подозрение есть. Я, смотря со стороны, опять же, я знал, что это все-таки выйдет наружу, скрывать это нету смысла никакого. Я знаю Аслана много лет, не первый год. Это не надо что-то там притворяться, что-то. Все
прекрасно знают, что в моем окружении есть чеченцы, мои друзья, все порядочные люди, насколько я знаю, все много образованные люди, хорошие бизнесмены, честные, некоторые глубоко религиозные. Ни одного из них бандита я не знаю. Также я не буду там себя делать героем, но я прятал молодого парня, чеченца, у себя дома больше года. Мы его перевезли в Америку, который был тоже, его преследовали, и все. Сейчас работаем над его бумагами. Так что люди знают, что я связан с чеченцами, и ко мне часто подходят и говорят, вот проблема у нас там, проблемы не могли бы твои друзья там решить. Я говорю, в моем окружении нету чеченцев, которые решают проблемы вне закона. Если вы ищете бандитов, то вы не к тому человеку. И не к той национальности, если вы считаете, что все чеченцы абреки. Да? Но если бы вот Аслан, мой товарищ, которого я знаю много лет, был бы бандитом, я бы к нему обратился бы. Ну, это же логично. Но такого не было. Поэтому если там сейчас спецслужбы какие-нибудь слушают нас, я надеюсь, слушают, можете ко мне не обращаться, я вам ничего нового не расскажу про этот народ, про мое окружение, про этих людей, с которыми я имею дело. И Аслан – это один из таких людей, которого я знаю уже много лет. Я не защищаю ни Аслана, я не защищаю ни чеченцев. Я говорю, что это начинается с чеченцев. Если с ними так поступят, то следующий может Иван ждать такого человека. Потом я могу ждать такого же обращения со мной. Какая-то чрезвычайный комитет какой-то внесет в списки. А со мной здесь, кстати, такое произошло один раз. Меня один раз лишили заниматься коммерцией на 10 лет. Центробанк украинский. С какой стати, чего, какое я отношение имел к финансам здесь? Или к какому-то бизнесу? Белиберда. Ну, вот так вот кто-то там решил, просто потому что я решил найти инвесторов, которые бы инвестировали в Украину в 2014 году после войны, и я таковых нашел. Но кому-то это помешало, или кто-то понял, что взятки здесь не будет, коррумпированной части не будет. Поэтому я не думаю, что это какая-то ошибка. Со стороны это выглядит так. Со стороны это выглядит, что эти люди, бизнесмены, некоторые, которые воевали за Украину, некоторые, которые воевали против России, каким-то образом с кем-то не сговорились. Вахта, наверное, не хочет об этом говорить, это понятно. И не надо ему об этом говорить. Аслан тоже не может об этом говорить. Это люди уперлись с рогами, сказали, не будем платить, не будем делиться или еще что-то. Помешали какому-то олигарху, какому-то бизнесмену, какому-то политику, какому-то чиновнику высокого ранга. Они взяли и создали такую систему, где без суда и следствия можно от таких людей избавляться. И, конечно, вы знаете, что я часто защищаю Украину, что она борется с коррупцией, что НАТО – это предлог не вступления в НАТО Украины, это из-за коррупции, это дурацкий предлог, потому что Украина борется с коррупцией. Но здесь все время постоянно вот всплывают вот такие вот, что вы можете людям говорить, да, это ошибка произошла, да, это еще что-то, да, это там национализм, да. Но все же понимают, все же люди понимают, да, конечно, но внутри каждый верит, что здесь коррупционный фактор есть. Здесь кто-то кому-то не заплатил, кто-то с кем-то не поделился. И поэтому этих людей, которые вот так вот себя ведут, уперлись, бизнесмены, от них надо избавиться. Будь то азербайджанцы, будь то грузины, но чеченцы самые, видать, упертые. И вот на их примере, чтобы другим было неповадно, что никакой суд вам не поможет, никакая полиция вам не поможет, никакие законоохранятельные органы вам не помогут. Вам никто не поможет. От вас просто избавиться. Причем избавиться от вас во вражескую страну. Вас отошлют обратно в Россию. Может быть, не напрямую. Там, сказать, через Турцию или еще куда-то. Там вам 90 дней дано. Там договоренности у них тоже. И они вас отправляют обратно в Россию, где вас ждет смерть. В лучшем случае, быстрая. Все это прекрасно понимают. И все этого боятся. И никто не хочет ничего по этому поводу делать, потому что это может случиться с ними тоже. Это может случиться со мной. И, наверное, если это случится в Украине, рано или поздно это случится со мной, с Иваном, с кем угодно. С Ашотом, с кем угодно. И с Миколой тоже. В конце концов, это все придет обратно. И это придет обратно к тем, кто это и делает тоже.
Вот те, кто такую создают систему, в первую они пострадают тоже сами. Они этого не осознают, они думают, что это их обойдет. Не обойдет. Вот в истории так сложно, что не обойдет. Я недавно сделал программу про человека, который хотел быть президентом, молодой человек в Кыргызстане. И президент его посадил на 10 лет, издевался, пытался от него избавиться любым способом. Теперь этот президент сидит в этой же камере, куда он посадил Макса, этого молодого человека. Так история работает. Аура есть. Поэтому, конечно же, я не верю, что это такое может случиться. Я не верю, что такое может произойти. Тогда же, когда я был объявлен персоной нон-грата и выдворен из России, санкции против меня были 5 лет. Через 5 лет их сняли. Что мог натворить Аслан или Ваха или еще кто-то там такого и такое засекреченное, что против них санкции до конца жизни? Вот я даже себе не могу представить, пожизненно, да. Я даже не могу себе представить, что, вот мне бы просто было интересно, что же за преступление они такое совершили. Причем эти санкции введены и против них не судом. Не судом. Вот хотя бы суд может решить, какие санкции вносить. Поэтому потом мы удивляемся, почему там санкции введены против своего же гражданина там, Тележенко Андрея, который выступал у нас в Сенате в Америке. Конечно, все эти вещи, когда они начинают собираться, выглядит очень плохо для Украины. В каком смысле плохо? В первую очередь это плохо выглядит на боеготовности Украины, боеготовности войск. Ко мне уже несколько генералов, действующих генералов, политиков, представителей из Рады, ваших конгрессменов, военных просто уже обращались, говорят, а как такое может быть? А что это происходит? Я говорю, я не знаю, что происходит, но я понимаю, что это нехорошо, это теряется боеготовность Украины. Никто потом не захочет воевать за Украину. Даже украинцы не захотят. Я не захочу. Да. После этого зачем мне это нужно, если это будет? Значит, боеготовность падает. Кому это на руку? Это на руку Путину. Вот это все на руку Путину. Он стоит сейчас и получает огромное удовольствие от всего от этого. Далее. Если видят, что могут так наложить санкции, могут просто какая-то организация, опять же, я называю это чрезвычайный комитет, но это как-то РНБО называется, может просто взять, наложить санкции на имущество, на карточки и угробить бизнес, то кто будет инвестировать в Украину? Каких инвесторов, например, я смогу привести сюда, если это будет пока что без суда, без всего. Взяли и закрыли бизнес, компании, человеку. Начинается с маленького. Начинается с маленького Аслана и маленького Вахи. А закончится большим чем-то. Гарри, так и в Венесуэле было, так было и на Кубе, так было и в России. Да, Гарри, ну смотри, сейчас речь идет о бизнесменах. Мы с тобой ранее неоднократно говорили, записывали видео по поводу батальона шейха Мансура, которого ты тоже сейчас упомянул. Да. И а их тогда за что? Вот если бы были бы одни бизнесмены, можно было бы сделать вывод, что, допустим, бизнесменам хотят забрать бизнес. Если был бы отдельный батальон, бойцы были бы, сказали бы Путину, они представляют угрозу, поэтому от них хотят избавиться. А когда вот такой микс получается, когда и бизнесмены, и бойцы, у которых нету бизнесов и так далее, разная категория, и определение одно по этническому признаку. Вот как же так? Куда это катится? Я вот сейчас тогда задам вопрос Ивану по этому поводу. Иван, вы собираетесь выходить, и мы тоже собираемся, делаем это, выходить на международный уровень, говорить о той проблеме, которая, Украина, которая стремится в Европу, стремится на Запад, в цивилизованный мир, в НАТО в том числе, когда своих бойцов пытается выдать и выдавала уже ранее своих бойцов, защитников Украины. Не думаю, что в уставе или в обычаях и правилах войны есть такое правило, как выдавать своих защитников врагу. И вот куда вы собираетесь обращаться, обращаетесь ли вы и какие ваши доводы, что вы указываете в своих обращениях в международные институты? Во-первых, да, я хотел бы немножко остановиться на причинах санкций. Я абсолютно поддерживаю Гарри в том плане, что
Первая причина – это действительно было желание отомстить за то, что люди не хотят пойти на какие-то компромиссы, решать, давать взятки. То есть это самая первая причина. Это месть за несговорчивость, скажем так. Вторая же причина – это желание подыграть государству-агрессору. То есть это желание подыграть Российской Федерации. Измена. Да. Ведь что происходит? Речь идет о выдворении. Никто не говорит о том, чтобы тот же Асланбек, да, или Ваха выехали на территорию Российской Федерации. Они могут выехать в любое государство, допустим, та же Турция. Но действительно через 90 дней они должны будут прибыть, вернуться в государство, в котором они являются гражданами. Что будет происходить в Российской Федерации? Есть законодательство, которое предусматривает в России уголовную ответственность за принадлежность к криминальной иерархии. То есть, если человек имеет статус вора в законе, смотрящий там или еще какие-то, он автоматически на территории Российской Федерации является преступником. Ему не нужно совершать никаких преступлений, он уже является преступником, если кто-то говорит о том, что он является криминальным авторитетом. В нашем же случае об этом говорит не кто-то, а об этом говорит государственная власть. То есть высшие должностные лица говорят о том, что это криминальный авторитет. Соответственно, если они попадут на территорию Российской Федерации, а они, будучи выдворенными из Украины, рано или поздно, максимум через 90 дней, они туда попадут в любом случае. Если я не ошибаюсь, от 8 до 15 лет уголовная ответственность лишения свободы за принадлежность к преступному миру. Что мы делаем? Мы хотим показать, вот именно на это мы делаем акцент, обращаясь к международной общественности, обращаясь в правозащитные организации, что посмотрите, что происходит. Во-первых, начал действовать орган, который подменяет собой суд. То есть нам уже не о чем. Это то же самое, да, вот как Гарри говорит, 37-38 год, чрезвычайная комиссия, собрались, утвердили список, кого расстрелять, все, решили, подписались, решили судьбу тысяч людей. И мы сейчас говорим о том, что обратите внимание на Украину, сделайте замечание правительству Украины. Идет подмена понятий, идет откат назад идет. Нарушение прав человека. Да? Да. Мы обратились... Иван. Да. Не, закончи. Я думал, ты закончил. Извини. Да. И суть наших обращений как раз в этом и заключается. Не только, да, чтобы отменили санкции, но мы хотим и более глобально, потому что правильно, как мы сейчас говорим, сегодня это чеченцы и грузины, а завтра это уже будут граждане Украины. И это очень тревожно. Да. И поэтому сейчас нужно бить в эти колокола. Иван, вот я не понимаю одной вещи. Смотри, если эти люди, как Аслан, как Ваха, как бойцы из батальона, если они решили какой-то закон в Украине, почему надо их лишать вида на жительство, права и выдворять из страны? Почему их нельзя отдать здесь под суд в Украине, чтобы они сидели и наказание исполнялось в Украине, а не возвращать их врагу? Может быть, не напрямую, а там через Турцию, но возвращать их врагу. Вот я не понимаю, почему нельзя это сделать в Украине. Есть какой-то закон, который предотвращает это, который не позволяет, чтобы их судили в Украине. Или как? Почему они в Украине не могут это сделать? Смотрите, да, после того, очень хороший вопрос, спасибо. После того, когда мы испытали на себе, я имею в виду Украину, когда мы испытали на себе российскую агрессию, был принят закон о санкциях. Какая суть этих санкций? То есть те, кого мы не можем привлечь к уголовной ответственности, те, кого мы не можем наказать, потому что они не находятся на территории Украины, мы применяем к ним санкции. То есть это те, кто находится вне нашего государства. Так цивилизованные страны поступают. Все верно. Да. В этом суть санкций. Те же, кто находится на территории нашего государства,
в отношении них должен действовать другой механизм. Это уголовное законодательство. То есть возбуждается уголовное дело, человек привлекается к ответственности, и дальше сначала на стадии следствия, потом это дело передается в суд, и человек уже, находясь на территории Украины, может себя защищать. Так это делается в отношении тех, кто в Украине. Почему применяются санкции тем, кто в Украине? Я думаю, очень простой ответ. Чтобы не заморачиваться с привлечением к уголовной ответственности, чтобы не возбуждать уголовные дела. Нет фактажа. То есть не за что привлечь Ваху, не за что привлечь Асланбека к уголовной ответственности. Если бы были какие-то хотя бы малейшие основания для возбуждения дел, поверьте, они бы уже были возбуждены, и эти люди бы уже находились под следствием. А поскольку предъявить нечего, а предъявить хочется, тогда применяется тот механизм, который не должен применяться в отношении людей, находящихся на нашей территории. Это ужасно. Я скажу еще, что человек, который имеет какой-то опыт в этом, когда поступают так с людьми какое-то государство, их дети, там родственники, они начинают сказать, вот сейчас Ваха скрывается, Аслан, мы не можем с ним связь наладить, чтобы он участвовал в этой программе, потому что он тоже скрывается. Это отражается на их детях. Они начнут скитаться. Турция, там, Египет, еще какие страны. В конце концов, к их детям подойдут люди из ИГИЛа, из Аль-Каиды и скажут, идите к нам, мы вас любим, мы вас защитим. Видите, как с вами обходятся эти бледнолицые, эти неверные. И эти дети с удовольствием пойдут туда. Там они себя будут чувствовать в безопасности, будут чувствовать среди своих, которые против них не будут так действовать. И потом мы будем обвинять, что вот у нас процветает терроризм. А он процветает, потому что очень часто мы обходимся нечестно и несправедливо с людьми, взрослые люди как бы уже обоснованы, а вот их дети могут стать настоящим криминалом, а не придуманным. Но винить нам некого, кроме самих себя. Да, это большая, конечно, проблема, и это проблема, которая усугубится, и ты правильно говоришь, может быть, не все пойдут в ИГИЛ, но то, что между народами будет вбит в клин на многие годы, десятилетия, и это останется в памяти чеченцев точно, навсегда, просто навсегда. Что сделано и с батальоном, что делается с бизнесменами и так далее. Поэтому сейчас Ваха хочет сказать. Вах, скажи, что ты думаешь по этому поводу? Ребята, я должен извиниться, я должен отключиться. Мне пора Все, идти. хорошо. Но я желаю... я желаю всем удачи. И мы еще это обсудим. Это дело. Обязательно. Всего самого хорошего. Пока, Гарри. Спасибо. Все, счастливо. Пока-пока. Вах. Аслан, ты знаешь, предыдущая власть, когда тут была, если они там совершали какую-то ошибку, и когда народ уходил, или там кто-то делал обращение, то они могли услышать, могли извиниться. Но были случаи, да, там где-то какие-то пробелы у них были. Но они могли извиниться, создать какую-то комиссию, расследовать. А нынешняя власть даже не считает нужным вообще слушать. Вот мы несколько раз обратились, там диаспора обратилась, я обратился, еще кто-то обратился. И Зеленский и его братва в любом случае это все слышит. Я не думаю, что он не Конечно, видел слышит, это невозможно не слышать. И он настолько такой, скажем так, считает себя, не знаю, для меня это высокомерным, да, что он даже не дает команду своим
людям, чтобы хотя бы расследовали, хотя бы узнали, правда ли это. А ну-ка, вот посмотрите, эти 5-6 человек из этого списка огромного, да, так сильно возмущаются. А сделайте расследование по ним. И давайте, если они невиновны, не будем убирать их с этого списка. Нет, он так до конца вот, хочет нажать это все. Но мы, чеченцы, мы должны это все помнить. Мы не должны это забывать, мы это не забудем. Сколько он будет президентом? Максимум 2 года еще. Я уверен, больше президентом Зеленский никогда в своей жизни не будет. Из рейтинга 73% Зеленского на данный момент, я уверен, у него нету и половины. Потому что Зеленскому можно своих депутатов слуг народа защищать таким образом, что он может просто сказать: вы знаете, давайте ему дадим еще шанс. Я знаю, что он хороший человек. Вот весь его ответ, когда ему предъявляют, президенту задают вопрос: смотрите, у вас депутаты вашего слуга народа фейерверки устраивают во время карантина. И их рестораны работают. У людей, обычно у людей закрывают рестораны, а у них открыто работает. И когда им это говорят, а президент вот так сидит таким лицом, он говорит: вы знаете, они хорошие, я это знаю. А давайте дадим им шанс. Знаете, у президента нету, Зеленского нету закон, право. Нету. Он не гарант Конституции. Если его послушать, абсолютно никакие права наши тут не защищены. Есть его окружение и есть отдельные граждане, которые он отдает приказ: делайте с ними все, что угодно. Мы должны это помнить, не забывать. И бумеранг обязательно вернется к этим нелюдям. Ну, Вах, я тогда тебе вопрос тоже адресую. В какой стадии находится твое дело, или вы все вместе этим занимаетесь, и вообще выходить на международный уровень, международные институты? Ты уже собрался или вышел, или как у тебя обстоят дела? Даже если на данный момент в Верховном суде у меня дело против президента, его этого санкционного списка, суд мы выиграем однозначно. Даже если мы выиграем, я выиграю этот суд, я не собираюсь останавливаться. Я подам дальше, ЕСПЧ подам. Я подам иск лично президенту РНБО, этим ДСРовцам. Я подам иск дальше. И они же будут отказывать в любом случае. Верховный суд, даже если я выиграю, подам ЕСПЧ. Будем судиться. По крайней мере, больше выхода у нас в данный момент нет. Мы не можем обратиться за помощью никому. Если послушать Зеленского и его команды, у нас нет возможности обратиться к кому-то. Нас никто не слышит. Мы маленький народ, здесь, который проживаем, нас тут угнетают. Нас просто так могут на улице схватить, повезти в аэропорт и депортировать. Вот Мусу, Хаптукаева депортировали. За что его депортировали? У него маленькие дети, жена. У него постоянно место жительства было. Какое право они имели его депортировать? Также не пускают в Украину нескольких человек, наших земляков. То есть Зеленский распоряжается, где тебе жить, как тебе работать, с кем работать. Вот Зеленский на самом деле и есть криминальный авторитет. Если так, по сути, подумать, ДСРовцы, РНБО, президент, это и есть криминальные авторитеты. Если они закон соблюдали бы, то вот этого беспредела не было бы здесь, в Украине, на данный момент. Мы сейчас на данный момент остались наедине с ментовским беспределом. Вот я подал ДБР заявление на полицейских, которые нарушили закон и сфабриковали против меня досье. Мне пришел ответ.
В ходе там каких-то мероприятий мы выяснили, что никаких правонарушений не было. Подал заявление в другие органы. То же самое ответы. То есть наши обращения вообще не принимаются. Потому что там-то сидит одна банда на самом деле. Подал сюда заявление, доходит туда, а обратно. Там же на самом деле одна банда. И они почувствовали свою безнаказанность. Поэтому они вот так себя ведут. Мы же не выходим на митинги. Мы не сильно так возмущаемся. Из этого списка чеченцев примерно там 50 человек, по-моему, в этих санкционных списках и несанкционных списках тоже, которые не пускают Украину. Мы не выходим, мы тут хотим как-то суд обратиться, решить как-то законным методом. Нет, не получается. Не получается. Вах, тогда возникает следующий вопрос, хотя стоит напомнить, что сейчас в своем разговоре ты сказал, что есть надежда, что ты выиграешь суд, что все-таки в Украине, как в нормальном демократическом государстве, суд не подчиняется президенту, и это уже хорошо, и есть возможность обжаловать дальше. Здесь вспомнился один случай мне, когда несколько лет назад в Дагестане один сотрудник центра по борьбе с экстремизмом, так называемым, внес своего соседа в список террористов. Ну, ему нужно было на кого-то делать досье, у него бородатый, без усов был сосед, он его внес, короче говоря. А потом выяснилось, что этот сосед, который бородач, он сотрудник ФСБ, и пришлось его выключать уже из списка террористов, так как он оказался сотрудником, своим и даже повыше по рангу. Вот сейчас ты только что затронул тему, Вах, что вот нету митингов и так далее. Я давно слежу за ситуацией. Вообще я из-за войны в Украине выехал таким катализатором, таким толчком стал, и выехал из России. И плотно общаюсь, дружу, занимаюсь украинской тематикой. И вот вижу всю вот вашу, особенно чеченский сегмент украинского общества, я как бы очень хорошо его вижу. И вот вы реально не выходите на митинги. Вот, и у меня претензии к чеченцам. У вас вот после гибели Амины Акуевой я вообще фактически не слышу информацию, освещающую со стороны чеченцев. Да, за вас говорят ваши друзья украинцы, там другие люди, но вот чеченцев практически не слышно. С чем это связано, Вах, и почему вы так вот в это тяжелое время о себе не заявляете? Ваша диаспора, например, чеченская диаспора, я услышал только после санкций, что вот у вас возникли такие проблемы. С чем это связано? С чем это связано? Все равно многие чеченцы хотят как-то решить этот вопрос мирно. Через суд подать, то подать. Хотя этого не нужно делать. Сейчас ты как видишь, не решается. Этот механизм уже плохо работает. Пока мы судимся, пока мы подаем суд на них, хотим показаться, какие мы хорошие, давайте мы через суд решим. Да, они нас просто так ловят и выдворяют со страны, разлучаются с семьями. Лишают тебя работы, бизнесов, которые ты за 20 лет тут копил, настраивал себе какие-то бизнесы. И тут, получается, ты должен этот бизнес, всю свою недвижимость отдать Зеленскому, да, получается так. Если я был бы, не знаю, главой диаспоры, мне кажется, я тут так какими-то мирными путями, не знаю. Мы один раз обратились к президенту, послушайте, расследуйте вот этих людей и уберите их с списка. Второй раз обратился бы, да, и третий раз уже не обращались бы. Мы вышли бы на улицу возле офиса президента, и мне нужно было им показывать, кто такие чеченцы на самом деле. И за беспредел мы можем ответить тем же. Вот президент и его вся эта команда должна понимать. Мы за беспредел можем ответить тем же. Вы знаете, еще много земляков наших, которые
готовы дать отпор во время, если их будут задерживать. Они готовы дать жесткий отпор. А потом уже на нас будут говорить, что а вот видите, мы их пытались задержать, а они оказали сопротивление. А вот видите, действительно бандиты. Понимаете? Да, это именно так мы и их будет отговариваем, выглядеть. мы их отговариваем. Правильно. Своих земляков, мы связываемся с ними, мы говорим, нет, этого делать нельзя. Это будет к этим ментам на руку. Конечно. В данный момент. Да. Это им будет козырь. Мы их отговариваем. Некоторые очень сильно настроены. Да, говорят, ну хорошо, пускай нас возьмут. Да, это правильно, что вы их отговариваете, ни в коем случае нельзя нарушать закон, даже если нарушает та сторона, хотя ваше положение и вашу ситуацию я понимаю. Иван, я хотел бы к вам обратиться, чтобы вот узнать дальнейшие ваши действия и вообще, как вы видите решение этой проблемы, и есть ли успехи вот именно в этом направлении. Я знаю, что было предотвращено при помощи правозащитников и юристов депортация, выдворение Читаева Рамзана, если вы слышали, такой был парень. Есть сейчас в Украине, слава богу, его сейчас не депортировали, остановили все дело. Как у вас обстоят дела и как вы это видите? Ну, во-первых, да, как я уже сказал, мы обратились в суд и обжалуем это незаконное решение президента. То, что касается наших ожиданий по суду, я уверен, что если суд отбросит какие-то там политические игры, это выигрышное дело. Я уверен, что это дело мы выиграем. Абсолютно противоправное, абсолютно вопиющее решение о санкциях, оно должно быть отменено, и оно будет отменено. Сейчас мы, кроме суда и кроме, как я уже говорил, обращения в международные инстанции, мы хотим донести вот ту мысль, о которой говорил Гарри, о которой говорил Ваха. Мы хотим донести мысль судьям, должностным лицам нашего государства, что все проходит. То есть то, что вы сейчас находитесь у власти, да, это проходит. Мы были свидетелями того, как 3 дня менялись президенты. Мы были свидетелями того, как люди выходили на Майдан, да, и были перевыборы. То есть сегодня ситуация такая, но это не значит, что она будет законсервирована и останется такой всегда. И наша цель донести этим же членам РНБО, тем же судьям, которые рассматривают дело, что, извините, рано или поздно это закончится, и тогда мы уже будем ставить вопрос о применении к ним таких же санкций. Пускай они не смогут прикрыться гражданством Украины. Опять-таки, повторюсь, есть масса случаев, когда люди все бросали и убегали из страны, опасаясь преследования. Я имею в виду, опасаясь преследования правоохранительных органов. Точно так же и они, если они будут нарушать закон, если они не отбросят вот это желание угодить нынешнему руководству государства, им точно так же придется нести ответственность не только перед чеченцами, и перед гражданами Украины за то, что они сейчас делают и пытаются сделать. Да, абсолютно верно. И вот в связи с этим возникает вопрос. Сейчас министр внутренних дел Аваков, министр обороны, министр юстиции, генеральный прокурор написали заявление и сложили в себя полномочия, если я так правильно понял. Вот эти 4 лица должностных силовиков сложили. Как вы думаете, Иван, с чем это связано? И связано ли это с этим санкционным списком? Или это какое-то прикрытие? Так как я знаю, я общаюсь с другими людьми в Украине, которые также являются, с батальоном шейха Мансура, который попал в этот список, представители которого попали в этот список. И они практически сдерживают патриотов, своих побратимов, с которыми они много лет воюют против России.
сдерживает их не выходить на митинги, те готовы, и это как бы может повториться ситуация 2014 года, 2015, когда Янукович убежал в Ростов, и боясь провокации, да, со стороны недоброжелателей, ну и сами понимаете, когда большое количество людей уходит, может пойти не по сценарию, как планируют организаторы. Поэтому Муслим Чеберлоевский и другие наши чеченцы, они пока сдерживают их. Вот просят их пока подождите. Как вы считаете вообще, нужны ли они эти митинги, которые непосредственно скоро могут сейчас состояться? И вы готовы ли вы поддержать это и принимать в этом законы демократических митингах участие? Безусловно, митинги нужны. То есть любой, понимаете, суть демократической страны в том, что любой может высказать свое мнение. Не только граждане, но и те, кто на законных основаниях находится на территории нашей страны. Это основа любого правового государства. Совершенно возможность верно. выйти, возможность сказать свое слово не только во время выборов, но и тогда, когда власть уже, знаете, уже начинает завираться и уже не чувствует под ногами почву. Безусловно, я готов принимать в этом участие и, безусловно, готов поддерживать тех людей, которые будут это организовывать. Я думаю, что нужно, конечно, я не призываю принимать участие в митингах тех людей, которые находятся в санкционных списках, хотя бы потому, что мы понимаем прекрасно, да, что если тот же Асланбек выйдет на митинг, да, он будет абсолютно прав, но его задержат и депортируют. Точно так же Ваха, точно так же кто-то другой. Поэтому это должны делать те, кто сейчас над кем пока еще этот топор не висит, и кто может открыто, свободно, спокойно выразить свой протест таким образом. Разумеется, мы должны доносить это власти. И вы знаете, вот вы говорили о том, что почему они начинают складывать полномочия. Я озвучу только вот одну из версий, да, которая в средствах массовой информации проговаривается. Знаете, как в фильме, мы накануне грандиозного шухера. То есть эти люди, они, возможно, это как одна из версий, что они видят, что страна идет не туда. Они видят, что не сегодня-завтра люди уже начнут более открыто и более громко заявлять о своих правах. И они просто сейчас уходят, вот пока тихо, пока хорошо, чтобы не остаться в истории, да, и в уголовных делах, как люди, которые там разгоняли Майдан. Но я думаю, что безусловно нужно это делать, безусловно нужно отстаивать свои права, и мы в том числе будем рассматривать, конечно, и такой способ нашей защиты. Хочу добавить, слушайте. И то, что сказал Иван. Да, нас могут депортировать на этих митингах, понятно, для нас существует опасность, но тем не менее. Вот недавно был какой-то митинг возле офиса президента. Там тема была из-за вагнеровцев. Люди выступали. И я в данный момент в санкционных списках, не только я взял свою семью, детей малолетних, поехал на этот митинг. И нам не то, что нужно молчать сейчас. Нам нужно выступать. Вот любой митинг против президента, который проходит, нам нужно всем выходить туда. Ничего, если получится, дадим отпор. Санкционные списки, они же незаконные, правильно? И на незаконное решение мы можем дать отпор. Если нас будут там 100 человек, никакая полиция нас там пальцем не тронет. Поверьте мне. Никакие эти военные с автоматами нас не напугают. Нам нужно выступать, нам нужно объединяться в данный момент со всеми нациями, нацменьшинств. Нам нужно с татарами, с дагестанцами, с азербайджанцами, да, которые в данный момент находятся в Украине. Нам нужно с ними объединяться. И во время президентских выборов устроил это репрессии против нацменьшинств. Мы должны это доказать ему. Мы должны, у нас мусульман в Украине больше 5% официально, да? Мы должны хотя бы воспользоваться
этим и показать ему на самом деле, кто есть кто. Что вот такие репрессии, да, это ему обернется боком. Мы не только это должны ему показать. После выборов, да, мы должны подать в суд на этого Зеленского и всей его банде. Должны их лишить гражданства, места жительства, вот как они нам лишали, лишать их семьи и отправить их точно так же, посадить на самолеты и отправить их желательно в Чеченскую республику. Тот беспредел, который они устроили над мирными чеченцами в Украине. Око за око, только так. Будь проклят этот Зеленский и вся его банда, которая устроила я думаю, что Зеленский на самом деле не так сильно в этом замешан, хотя, конечно же, он подписывал, списки вносились, посоставлялись другим органам, он только лишь ставил подпись под это. И я думаю... Знаете, ответьте он, вот этот беспредел, ответьте он в первую очередь, да? Он должен знать, когда ему конечно, он отвечает за это, подает, да, он же решает судьбу человека. Когда его обвиняет, криминальный авторитет, вор в законе и так далее, и так далее. Ему аннулируют его посвидку на проживание, банковские карты. И знаете, это еще им и мало. Они еще через МИД отправляют эти же списки в другие страны. Вот им это мало, вот они хотят еще, чтобы санкции ввели по всему миру. Да. Настанет тот день, когда мы ведем санкции против Зеленского, против РНБО, против этих ДСРовцев, которые мы их знаем поименно. Ничего страшного, нас депортируют, ничего страшного. Мы заедем обратно. Мы жители Киева. Кто такой Зеленский и его братва, которая будет нам указывать, где нам жить, что нам делать, с кем нам жить? Кто они такие? Ну, это действующий президент Украины, поэтому не будем переходить на личности и оскорблять президента Украины. Но он тоже не должен был оскорблять нас, как нацию. Он оскорбил нас, как нацию. Не бандитов он выгнал, не террористов он выгнал. Нет, он поднял руку на чеченцев. Он тоже нас оскорбил этим самым. Если он думает завтра, он скажет, даже если выведет нас этих списков, да, скажет, да, я ошибся. А репутация, куда делась репутация? У меня, например, партнеры с Соединенных Штатов Америки, с Европы. А репутация куда девать, которую он уже нес на список? Уже в интернете, когда оббивает твои данные, ты уже в санкционном списке, даже если потом тебя вывели. Он первый начал оскорблять нацию чеченцев. А почему мы должны молчать? По поводу, вот тогда завершая наше сегодняшнее общение, которое, я надеюсь, будет не последним у нас общение, так как ситуация развивается стремительно, и нам дальше придется заниматься этим вопросом, обсуждать эту ситуацию. Что вот, Иван, вы думаете, что ты думаешь по этому поводу? Как какие-нибудь хорошие новости, и что вообще я бы посоветовал вот от себя сказать, чтобы все чеченцы, которые там находятся, да, это было бы удобно, если бы объединились все, так как попали, и еще другие попадут, вот как Ваха говорит. И заодно было бы очень удобно чеченцам между собой выяснить, есть ли среди чеченцев в Украине агентура, которая работает на фашистскую Россию. И в этом плане это тоже может быть одной из причин, почему туда вносят, там, ну, по крайней мере, это той причиной, которой они могут заявить, что это есть одна из причин. И я знаю, что здесь в Европе, у нас здесь в Германии есть агентура чеченоговорящая, которая работает на фашистов. Меня полгода назад сотрудник российских спецслужб
чеченоговорящий предлагал, склонял к сотрудничеству. И об этом я много говорил и сообщал немецким правоохранительным органам. И вот как ты считаешь, Иван, как можно прийти к какому-нибудь знаменателю, чтобы объединились чеченцы или, ну, как говорит Ваха, и другие национальности, которые тоже попали в список, и вообще свое мнение по этому поводу? Тут нужно двигаться, я считаю, в двух направлениях. Первое – это, безусловно, правовой, то есть обжаловать. Я еще хотел бы сказать, что вот у Асланбека было судебное заседание, я встречался с представителем офиса президента. Моя коллега-адвокат, она говорит, масса исковых заявлений, масса судебных дел. То есть и эту тенденцию нужно поддерживать, и эту тенденцию нужно развивать. То есть обращаться в суды, обжаловать малейшие действия, бездействия, решения. Вот обжаловать все, чтобы показать не только на словах, но и судебными документами, а когда придет время, что, смотрите, это все явно незаконно, и это все было явно преступно. Это первый момент, да, правовое направление. Второе, это, конечно же, общественная деятельность, то есть это вот то, о чем мы говорили, объединение национальных меньшинств, о чем говорит Ваха, какие-то митинги, то есть мирное высказывание своего протеста, обращение также в международные организации. Мы не должны в 21 веке думать, что мы живем, вернее, они не должны думать, что мы живем в каком-то аквариуме, да, и они просто вот могут делать все, что угодно. Нет. Слава Богу, что сейчас открыты границы, в том числе и для информации. Мы можем спокойно эту информацию передавать, и мы донесем всем ту мысль, что творится сейчас беззаконие. Все, спасибо. Вах, что ты хотел бы добавить еще всему нашему сказанному? Нашему сказанному, что я могу добавить? Бумеранг неизбежен. Вот. Да. Любой беспредел будет им бумерангом вернется. Да, конечно, закон Божий, закон бумеранга, он, конечно, не отменяется, но на это люди не смотрят, продолжают творить нехорошие вещи в этой жизни. Но будем надеяться... это не забывать. Да, будем, конечно, это забыть нельзя, и в любом случае, конечно, мы вас так там не оставим, чтобы к вам вот так относились, и очень надеюсь, что вы тоже как-то объединитесь вместе, создадите свой канал какую-нибудь там группу информационную, которая должна все-таки диаспору чеченскую, общину чеченскую, которая уже много лет, много десятилетий проживает, уже является гражданами, являются огромное количество там проживает чеченцев, есть смешанные браки и очень много. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо, и будем следить за ситуацией и, конечно же, освещать это. Спасибо вам большое. Баркал. Всего самого хорошего. До свидания. До свидания.